Ни закон, никаким законом, никакой нормативной документации российской не предусмотрено ни отсев, ни успеваемость, нигде в законах этого нет. Сейчас даже еще не приемлемо. Да. А Министерство образования это требует. Пока эти требования не будут убраны, мы никогда не найдем десяток и любых проектов. Потому что в тех странах такой уровень достигнут, после начальной школы это происходит отбор. По результатам экзамена. Экзамен простой по математике и по языкам. В какой стране такие экзамены? Германия, Англия, Сингапур и все прочее вот этих стран. И язык иностранный, родной и государственный, у которого совпадает родной с государственным, еще один язык. По результатам делят их по 3 уровням образования. Технологические школы, у них свои программы, да, у них всеобщее, бесплатное среднее образование, но программы другие. Они уже среднюю школу не могут идти. Средняя школа осуществляется средний уровень, а еще есть лицеи и гимназии. Они уже готовят только для вузов. Из технологических вы никогда в ВУЗ не поступите в ВУЗ, это они такого права не имеют. Средняя школа еще может поступать некоторые из них, а гимназии и лицеи они только для вузов готовы. Но тут желание родителей никак не начинается, только возможности гимназии. Да. И еще один экзамен это после 9 класса. После 9 класса уже еще дополнительный экзамен. Те, которые хотят, они в ВУЗ готовятся, они должны определенный уровень сдать. Он как-то в разных странах называется по-разному. А Сингапур, который много лет занимает первое место, там самая жестокая система отбора. Там 50% ребят от технологического по результатам баллов, 50% в школу. После 9 класса еще пополам отсеивается. Половина в техникуме после 9 класса, поэтому у них самый высокий результат отбора. Я думаю, такие кардинальные изменения в нашей стране невозможны, потому что уже произошел перекос. Я не представляю, что сын главы не мог попасть в среднюю школу. А если реализовать, это может реализоваться совершенно спокойно. Более того, но возврат к отмене отсева, возврат к успеваемости, гнобить директоров отдельно можно. Для этого просто надо создавать различные типы школ. Они уже создались. Реально, фактически, вот у нас сидят директора, которые отбирают ребят в основном. Но я живу на земле, и я знаю, как это вы можете. Вы можете, по крайней мере, классы создают, как-то выходит из ситуации, потому что результаты. Ну, давайте этот вопрос оставим так. Ну, в общем-то, те школы, которые достигают результатов хороших, действительно мирового уровня, они отбирают. Потому что это, понимаете, Бог создал людей с равными правами, но с разными возможностями. Кто-то хорошо математику освоит, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо копает. Вчера, кстати, приезжал Владимир Позднев, да. И была большая встреча у нас на семинарных вопросах, и ваше мнение совпадается. Но это не мое мнение, это мнение вообще мировое. Просто у нас понимание коммунизма вульгарное. Мы равные права спутали с равными возможностями. И это единые программы на самом деле и унижает человека. Вот, например, любые петь, слава Богу, что по пению у нас не против не придумали. Была бы мне хана. Потому что, как вы не учили, я не Бог не дал, то все. А есть люди, которые математику Бог не понимают, убьешь даже. Потому что нет такого, не создан такой орган природы. Это вот насчет этих проектов.
Насчет аттестации учителей я хотел сказать. Действительно, аттестацию учителей Россия предполагает ввести кардинальные изменения. Это началось уже давно. Это где-то 7 лет назад был принят профстандарт педагога. И он был принят не Министерством образования, а Министерством труда. Все стандарты понимают, Да, не труда. И они введение в действие этого стандарта отложили на 5 лет, чтобы учительство могло перестроиться. Вот наше учительство через 5 лет, когда объявили, что аттестации будут проводить на основе профессионального стандарта педагога, начали шевелиться более-менее. Но я вам скажу, по профстандарту экзамен единый по всей России, для этого надо очень хорошо трудиться каждому учителю и готовить его в школе, на методических семинарах. Никакие центры, никакие вещи. Это я пытался, но без подготовки вот это что-то по этим профстандартам дать результат. По предмету ЕГЭ свой, конечно, сдаст. Но по предмету ЕГЭ учитель только 75% вопросов. Остальные вопросы там достаточно сложные и требуют, там есть история педагогики, там есть мировая система образования и все прочее, которые вообще, в принципе, наша система образования на это никто не смотрит. Но там есть и положительные черты, там они проектируют отменить требования на стаж, потом сроки аттестации обязательные, вы можете подать 1 год на первую категорию, а потом на ведущего учителя. Хотят еще ввести ряд дополнительных категорий с ориентировкой, что с самой высшей категории учитель будет получать 60 тысяч в месяц, дальше уже по категориям. И еще одно, если человек не пройдет эту аттестацию, то он не теряет права педагога, просто будет работать по низшей ставке. Ну вот такие эти предположения Министерства просвещения сейчас уже, раньше было образование, Российской Федерации. Насколько это реализуется, пока года 2 вроде взяли Росскандар на апробацию, да? Года 2. И пока создают вот эти центры тестирования. Они будут как центры ЕГЭ. При всех своих красивых словах оно будет напрямую подчиняться Министерству образования Российской Федерации и будут работать по тестам Министерства образования Российской Федерации, и будет такая же закрытая система. Никакой благ туда не пройдет. Сядет перед компьютером, сделает, не сделает, иди гуляй, работай на... Сколько рублей там у нас минимальная ставка? Это, конечно, в системе образования введет большую экономию, потому что, по моим оценкам, этот экзамен сдадут с первого раза 15% педагогов. Что вы не пишите, пожалуйста, об этом, можно? На что написано, вам говорят, мне мои прочитают. Потому что, чтобы его одолеть, уже вот эту методическую работу школы полностью направить на профстандарт педагога и его изучить. И его надо изучить. Причем-то, нет, если уже сказать причину следствия, все начинается со школы. Со школы начинается. Надо ставить двойки в школе, чтобы были хорошие учителя. Первый, а второй путь сократить высшее образование в нашей стране. Пока мы не достигнем вот этих стран, уровня развитых стран 25% только высшего образования, у нас никогда хорошего учителя не будет. Вы знаете, я вот предварительно сказать, вопрос задать коллеги. Кроме Тимура Рашитовича, у нас у кого-то еще в очереди стоят на то, чтобы занять вакансию учителя, конечно. В очереди стоят, мы можем делать отбор профессионалов. Что 11 учителей начальных классов, 83 учителя русского языка в городе Казани отсутствуют. И дальше. И дальше еще Из этого что следует? Еще хуже. Из этого что следует? Слышите, теорию вообще люди
Нет, из этого что следует? Марат Васильевич, позвольте все-таки с вами не согласиться. Учителя всегда будут, не беспокойтесь. Дело в том, что когда вы говорите, что методическая работа в школе должна быть, я согласна с вами, что она должна быть. Только кто, есть ли у нас подготовленные люди, которые эту методическую работу в школе сейчас ведут? Я вам скажу с определенной степенью уверенности, так что предположительно понятно, что сегодняшний подход, когда поставлю заучим человека, который способен бумаги туда носить, и заместитель директора фактически прямым функционалом, обучением, повышением, развитием профессиональной компетенции учителя не занимаются, потому что ему некогда. Посмотрите сейчас, в сентябре месяце, сколько они отчетов сдают. Но вопрос стандартов. Мы с 2015 года ведем обучение всех категорий педагогических работников, ознакомление, просвещение по стандартам учителя. Вот посмотрите, вы говорите о тестовых работах. Умение учителя, какие компетенции? Работать с детьми девиантного поведения. Раз. Не в пединституте, если выпускники моего возраста, не в университете, нет данного предмета. Второе. Умение работать с детьми-мигрантами. Нет ни курса повышения квалификации, нет ни одной программы розыска организации собрать. Ни одной программы обучения учителей работать этому нет. Третье. Это работа на формирование гражданской идентичности. Если у нас вообще у нашего министерства, предположим, какие-то данные, сколько учителей обучено формированию этой гражданской идентичности. То есть, вы понимаете, все умные фразы, которые у нас есть в профессиональных стандартах, они настолько разнятся с тем, что имеет официально в дипломе учитель, что требует у него соответствия этому профстандарту. Мы морального права не имеем. Нет, И нет ни одного методиста, который способен сегодня обучить этому учителю. С чем вы со мной не согласны? Я не согласна с тем, что вы говорите. Вот профстандарт, вот сейчас тестирование. А что тут тестирование? Ну, тестирование по предмету есть. Я сказал, что Министерство образования Российской Федерации собирается. Но оно же с января у нас будет профстандарт учителя. Да. А по этим критериям у нас все учителя, Нет. включая выше, не соответствуют. У нас нет права. Вы не согласны с Министерством образования Российской Не Федерации? согласна. Не со мной. Не Я не согласна. прошу. Коллеги, профессиональные стандарты, на самом деле, все с января 2020 года уже должны быть введены все стандарты. Вот эти профстандарты, если текст читать этих стандартов, я ничего нового не нашла, то, что у нас есть, учитель должен уметь обучать, воспитывать, развивать. То же самое, что у нас было в 18 советское лет. время те же требования. Чем отличается? А то, что вы Нет, говорите- она перечислила, чем А то, что отличается. говорите, новые компетенции, Да. 5. Да. Каждый педагог должен быть уметь работать с одаренными детьми, конкретно написано, должен уметь работать с детьми с ОВЗ или инклюзивное образование, и русский язык как не родной. Вот эти компетенции каждого педагога должны быть. Понятное дело, если они все должны войти, мы должны идеального человека Конечно. принимать в И школу. тестировать мы его должны Нет. поэтому. Нет. Поэтому еще вот разделить стандарты на две части. Не может быть стандарта педагога просто, да, а конкретно учителя, общеобразовательной организации, Какой и школе воспитателя работает? дошкольном надо разделить. И поэтому они над этим работают. Это Нет, первый момент. вы еще Второе. забыли. Марат Васильевич, вы говорите, что они тестирование не проходят. Да, на самом деле новая модель аттестации предполагает ЕФОМой, это на самом деле через личный кабинет, это будет федеральная информационная система. То есть это не татарстанская, это Россия, всех будет, имеется в виду, мониторит, отслеживает и так далее, и все остальное. Электронно. Но вот Диляра Сальковна проходила бумажный носитель. И когда педагоги проходили вот это тестирование по ЕФОМ, предметно-методической компетентности было, да, так задания были по конкретно своему предмету, по математике. И вот предмет, задание давалось, я сама даже смотрела, как они решают задания. Для высшей категории было 11 заданий, для первой категории 18 заданий. То есть там было меньше, более такого характера, здесь более повышенного характера. И в то же время им давалось задание, вот это решение, если у тебя в классе сидит ребенок с ОВЗ, как вы будете преподносить решение? То есть
оценивалось, насколько они знают методику. То есть конкретно ведь методику еще преподавать как? Через ситуации? Еще дополнительные задания давать? Ну, наверное, Это же не совсем через так. ситуацию, через Не знания, совсем так. особенности ОВЗ. Вот. Там же Да. с разными нарушениями. То есть они вот таким образом Никто не составляют обучался. задания. Но наверняка должны совершенствоваться эти вещи. Нет, это еще одно. Кроме того, Но, Марат Васильевич, еще один момент есть, Да. да, то, что касается этих, то есть это мое мнение, как учитель начальных классов. Например, Обрнадзор нас проверяет и подключает к себе экспертов. А наши эксперты во время проверок надзорных, это те же учителя, они друг друга как бы оценивают. Значит, идет проверка в сельской местности, одна школа, начальная школа, значит, эксперт проверяет проверку тетради по русскому языку. Второй класс, разбор слова по составу идет. Лучами. Дети делают разбор слова по составу, то есть амия – окончание, луч – корень, таким образом, да? И учитель проверяет тетрадь. Вычеркивает, что это окончание, выделяет, что это суффикс и так далее. Корень снижает оценку, отметку ребенка, не оценку, отметку ставит. И я спрашиваю эксперта, я говорю, детей что ли много в классе? Или что там как? Нет, 2 детей в классе. И после этого у меня вот такое было шоковое состояние, как учителя начальных классов. Вот таких учителей, вот для таких учителей ЕФОМ как раз. Чтобы предмет сдавали, если мы не знаем элементарного русского языка, нечего делать в начальной Мы школе. уже диплом дали, не, плюс. Диплом дали. на предметные знания. Но мы сейчас действующих учителей не можем же пропускать через дипломы, Ират Шамильевна. Вот если эти аттестации, если новый стандарт, это должно быть в первую очередь для тех, кто приходит в школы наши сегодня. Нет, я еще хочу только сказать, что кроме своего предмета, учителя еще должны знать универсальные учебные действия, то есть математики из русского языка, из истории какие-то сведения, а учители истории... Это не универсальные учебные. Нет, ну... Это широта, это кругозор, это Хорошо, может быть информирование. кругозор, но вопросы будут и по другим предметам. Конечно. А учителям русского языка и истории будут по математике. Ну да. Да, это предположение, естественно. Это логический вопрос, это другой вопрос. Мы совсем глубоко закопались, поэтому вернемся в слова. Я вот предлагаю слово передать Тимирбулату Рашидовичу, тем более мы тут его немножко кольнули. Вот, особенностями, да. Но я лицей знаю изнутри. Это как раз инновационная школа. Да, я бы хотела, чтобы вот Тимирбулат очень рассказал о том, какие изменения, как он набирает педагогов, как они проходят у него аттестацию, какие сложности испытывают. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Тимирбулат Тимирхан, я директор IT-лицея Казанского федерального университета. Я говорю свое личное мнение, не представляю своего работодателя. Я понял тему сегодняшнего круглого стола, мы говорим про учителя будущего, если я правильно понял письмо. И я бы начал с того, рассматривать этот вопрос. Во-первых, очередь нам тоже не стоит, к сожалению. У нас такая же история, зарплата чуть-чуть выше, чем в обычной школе. Единственное, мы можем там играть в плане количества детей в классе и их качества. Но в целом, примерно такая же история. Ну вот там, в августе 80 человек, 80 часов математика у меня висела, я еле нашел. Ну, такая же история, такая же школа с такими же проблемами, которые есть. Я бы начал с трендов, которые сейчас есть, и которые тренды, на мой взгляд, это те вещи, которые не мое мнение, которые будут точно и которые вот сейчас есть. Есть серьезный тренд семейного образования. От семейного образования люди уходят, к сожалению, я говорю про такую среднюю школу, что люди уходят домой, потому что родителям кажется, не знаю, правы они или нет, кажется, что они могут учить лучше, чем мы. К смешанному образованию есть тоже серьезный тренд, да, то есть часть занятий в школе, часть дома. И вообще родители и дети хотят выбирать, чему и как учиться. Вот чему и как учиться. Соответственно, со временем у нас останутся, ну, так рынок устроен, останутся только качественные люди. Качественные люди в сфере останутся. Что касается директоров, заместителей, учителей, только качественные люди останутся. Остальные будут из-за невостребованности пропадать. Это, ну, так будет. Я не знаю, 5, 10, 20 лет. Вот тут там много разных семинаров, форумов удовольствия, да, проходят, где люди выступают. И сейчас для молодежи, вот сейчас конкретно, лидером мнений является уже там и не учитель, и не партнер, и не родитель,
являются аккаунты с аудиторией там, M+, миллион и больше. То есть, если у человека есть миллион подписчиков, он для молодежи является лидером. Вне зависимости, он там рэпер, боец, дудь или еще кто-то. То есть это ушло уже из наших классов, и мне кажется, нам надо, если мы говорим про учителей, нам надо стремиться, чтобы мы тоже стали лидерами, вот, так, ну, не миллион плюс, да, но хотя бы вот эти 16 человек, 20-30 человек, которые сидят у нас в аудитории, мы стали лидером мнений для них. Здесь в совокупности предметов всей другой истории, этому надо учить, это точно, потому что это и социальные сети, и там личный бренд, и такая история, которая больше с навыками какими-то связана. То есть, чтобы они учили там, не конкретным знаниям, а лоббировать в этом потоке информации, накапливать компетенции, навыки 21 века, вот эти умные слова. К сожалению, вот многие из нас сегодня говорили про закон, но мне кажется, закон мы не поменяем. Ну вот как бы мы здесь сколько бы не разговаривали и не распинались, извините, да, а немножко улучшить какие-то процедуры мы можем. Вот по поводу аттестации, наши учителя не проходят аттестацию в Республике Татарстан. Мы федеральная организация, и наши учителя проходят аттестацию в Министерстве просвещения Российской Федерации. Ну, определенная процедура, документы, все это проходит онлайн. И было бы здорово каким-то образом внедрить этот опыт на республику, потому что я знаю, что человек на шаге едет 6 часов в одну сторону, сидит 2 часа в очереди, проходит комиссию, и потом 6 часов обратно. И это была история, по крайней мере, год назад такая история была. Да, если я ошибаюсь, я прошу прощения. Вот. И можно то же самое провести там по скайпу или по новому, там Teams сейчас скайпа уже нет, да? Потом по поводу курса повышения квалификации, то есть такое мнение. Я вот сам недавно проходил. Было бы здорово, чтобы через 6 месяцев нас спросили, что нам пригодилось из того, что мы делали, кроме первой помощи. Только не дай бог, да? И что нам пригодилось через 12 месяцев. Какое-то домашнее задание. То есть, ну, сейчас все тренинги там, личностного роста, они так устроены, что нам дают задание. Там, по сути, ты на тренинге получаешь какое-то задание для себя, и ты его выполняешь. И тут там по-разному называется цель или там, еще что-то для себя. Сейчас я знаю, что есть какое-то анкетирование в системе электронного образования, есть. Но было бы здорово, чтобы сами потребители этих услуг, там реально государство платит большие деньги, дали обратную связь. И мы выделим таких топовых спикеров среди сотрудников, среди наших каких-то коллег, и их будем как-то продвигать, а остальных будем менять. Это нормальная история, это рынок, и просто, ну, мне кажется, там 30, максимум 40% полезных дисциплин проходит на курсе. Это я хороший процент называю еще, мне так кажется. Я как учитель математики сейчас говорю. Возможно, я ошибаюсь. То есть это, возможно, кто приедет еще учиться, да, будет зависеть. Кто приезжает учиться, от его уровня тоже зависит, насколько для него интересно. Но вот эта обратная связь, домашнее задание, мне кажется, надо давать. И мне кажется, вот вчера, когда мы защищали грант «Успешная школа», и про информальное образование надо тоже поговорить. Формальное, не в формате, что оно формальное, как у нас наследно говорят, формально относится. Формальное это то, которое должно быть по закону. ИРО, там, Минобр, РФ, Республика Татарстан, Казанский федеральный университет, организации, да. А информальное это такая история, которая внутри. Ну вот я предлагаю, не знаю, как удобно, может быть, все-таки сделать какую-то онлайн-платформу взаимообучения в республике. Мы же пилот, и потом мы будем продавать как Сингапур эту историю в другие регионы. Какого рода? Лучше, вот самая простая это аналог московской электронной школы, да, когда там лучше учат других, а другие, если не могут отучиться, они уходят. Но если так, то есть лучшие практики в районах республики, в Казани друг друга будут люди учить, и со временем, ну, допустим, я как учитель математики, я смогу преподавать куда-то в район с помощью технологий. Сейчас уже есть интернет, везде было практически везде, там 95% покрытия. И риски, конечно, здесь серьезные, это потери рабочих мест, потери людей, которые не готовы перестроиться, учиться, что они потеряют. Но это, мне кажется, это как бы странно звучало, нормально, то качество будет расти. И второе, в этой же платформе взаимообучения, там туда же вот зашить кейсы, да, там видно, что нет правильного ответа. Но я уже сейчас как директор школы говорю, я 26 лет пришел в декабре в школу, мне сказали, вот у нас тендер на финансирование, еще что-то, аукцион, вот эти просто слова для меня, понимаете? И как-то пришлось, как наставники, люди помогли, но если бы нас чему-то научили, какие-то вот набор кейсов,
отосланных коллег, какая история, как она случилась, как мы ее решили. Конечно, ценность будет иметь кейсы, там, 8%, которые будут обезличены, и мы должны точно понимать, что наши кейсы будут обезличены, потому что и директора, и учителя, и классовые руководители решают такие проблемы, о которых никогда не хочется нигде говорить, писать. Я уж представитель СМИ здесь присутствует, как бы, вы понимаете, о чем я говорю, то есть хочется, чтобы это было, оставалось внутри коллектива. Вот, и так вот передавать внутри друг другу реальные умения от лучших людей нашей республики, нашей сферы. Я вот так это вижу, за этим будущее. Со временем это без нас тоже придет. Люди, которые не могут преподавать математику хорошо, они уйдут с профессии. С помощью тестирования профстандарта, не пройдя повышение квалификации, кучей жалоб от родителей, они уйдут из профессии. Просто мы можем это сами по-другому устроить пораньше. А вот национальный профессионный тест писали в результате, не писали? Вы у меня я не услышал. Да. Вообще вот просто был разговор о том, что будет подготовлен национальный профессионный тест, будет разработан, и что будут писать все педагоги. Нет, не все педагоги. Его будут писать те, которые проводят аттестацию. Это вот в прошлом году еще говорили, а в результате говорят, что в этом году его напишут. Он проходил или не Нет проходил? еще, нет. А когда у нас Причем пробные же взяли 2 года еще. Еще непонятно, команда. Пока еще нет. Я думаю, что будет. Будет где-то с 20-го года. А вы столкнулись с такой проблемой, что сейчас квалифицированные педагоги в Москву уезжают или в Петербург? Дети Где уезжают. зарплата низкая? Дети Дети, семьи уже. Сейчас вот такая история с олимпиадами. Такой самый простой пример. В Москве Собянин дает 200 тысяч рублей просто за участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Победитель получает призер там 1 600 000 ответственностей. Если школьник у нас стал призером, получит какую-то премию, у нас это еще гораздо лучше, чем в других регионах. Реально. То есть, нет таких регионов, которые в Москве убийства. Но школьник, с мамой советуют, у них суммарный доход 7 миллионов вообще за год. И они берут, приезжают в Москву всей семьей, просто меняя прописку, школьники получают 1 миллион. Просто, вот это реально, это такой вопрос, который здесь не обсуждается, пылесосы в высшем образовании, в школьном, это работает. А по поводу учителей, тоже будут уезжать. Вопрос в том, что мы можем, в Московской школе, вот эти продукты, которые они делают, они же оплачиваются дополнительно. То есть они сделали презентацию, хорошую, качественный урок, составили им, какую-то сумму 10 тысяч, серьезно, 10 тысяч в месяц заплатить. То есть если у нас такая система, тоже возможно. Я вам больше скажу. Соединенные Штаты Америки недавно вытребуют победителей Всемирной олимпиады. Они сразу вместе с семьей забирают в США. Я знаю, вот у меня друг Шевич из Ленинграда уехал. Все команды по программированию, либо индусы, либо китайцы, американцы, либо наши. Конечно, дураки возвращаются. Учителям.